Приемы защиты и нападения в партере и стойке от мастеров мирового уровня. Эти съемки уже успели стать архивными, но польза от мастер-класса Фрэнка Мира, наверное, не пропадет до самого конца карьеры этих молодых бойцов. Знаменитый на всю планету американский спортсмен провел множество поединков по смешанным боям. Дважды становился чемпионом UFC в тяжелом весе. Несмотря на все это, уровень подготовки бойцов клуба «Ахмат» изрядно удивил Фрэнка. Бокс, борьба у них отлично, стойка и борьба. Просто сейчас остались маленькие детали. Ваши люди обучаются очень быстро, поэтому все прошло очень на высоком уровне. Фрэнк Мир вместе с другими звездами ММА не только успели посмотреть Грозный и потренироваться с местными бойцами, но и увидеть грандиозное спортивное шоу «Грозная битва». Впрочем, это и было главной целью их визита. Кроме Фрэнка, почетными гостями турнира были Крис Вайдман, Фабрисио Вердум, кикбоксер Бадр Хари и другие. Присутствовал и глава Чечни. Ну что, забрал и задушил. На днях тренировку Фрэнка Мира уже у него в гостях в Лас-Вегасе в рамках рабочей поездки посетила делегация телеканала «Грозный» во главе с директором Адланом Бачаевым. Признаются, было приятно увидеть на нем фирменную футболку клуба «Ахмат», которую, кстати, он отвоевал у Фабрисио Вердума в Грозном. Общаясь с чеченской делегацией, боец еще раз вспомнил о своем визите в республику. У меня остались очень теплые впечатления от Грозного, чувство безопасности. Ночью мы спокойно гуляли по дороге в гостиницу, и определенно складывалось впечатление, что твоя семья может спокойно жить в этом городе, и тебе не придется переживать за нее. Раньше я думал, что чеченцы очень суровые, сильные, чем-то похожие на воинов. Отчасти так оно и оказалось. Это было видно через ваши танцы. Дух этих мальчиков говорил об этом. Определенно, ваше гостеприимство — это нечто феноменальное. Бесконечное угощение, застолье. Возможно, время, которое я там провел, было самое лучшее. Я считаю, что у ваших спортсменов уровень ММА. Чеченские спортсмены очень крепкие. Это уже понятно. Я думаю, что это связано с тем, что в Чечне, Дагестане и других регионах традиционно сильные борцовские школы. Это серьезная подготовка. Но это также их характер, воинственность, особенно в Грозном. 6 лет назад люди только восстанавливались от последствий войны. Люди выжили и пережили все. Сегодня они процветают. И вне зависимости от их первоначальных успехов, у спортсменов отличная техника и замечательные сердца. Очень крепкий народ. На сегодняшний день Фрэнк Мир удерживает поставленный им рекорд по количеству побед, а также и по количеству болевых приемов в тяжелом весе. На протяжении уже 10 лет он находится в десятке лучших бойцов в своей категории и является одним из 3 сильнейших грэпплеров мира. Уверен, все, что делает Рамзан Кадыров, это огромный вклад для развития спорта в республике. Он понимает, что эти меры помогут сформировать характер вашей республики. Когда молодежь вовлечена в спорт, она занята, активна, и у нее появляется цель, на которую надо сфокусироваться. Когда всего этого нет, молодежь теряется и начинает искать другие пути. Если вы используете спорт, то воспитываете настоящих воинов. Спорт — это самый лучший, чистый и надежный образ жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров делает очень много для этого. Полагаю, что в будущем его республика только выиграет от этих мер. Фрэнк Мир отметил внимание, которое уделяет глава Чечни развитию спорта в республике. По его словам, это многого стоит, когда руководитель не только переживает за результаты спортсменов, но и сам вместе с ними участвует в тренировках. Глава республики Рамзан Ахматович, приветствую вас. Это Фрэнк из Соединенных Штатов. С нетерпением жду возможности увидеть вас снова в Грозном, позаниматься с вашими бойцами. Все, что меня связывает с вашей республикой, мне очень дорого. Чеченская делегация посетила и другого гостя Грозной битвы. С временным чемпионом UFC Фабрисио Вердумом встретились уже в Лос-Анджелесе. Бойца также застали за тренировкой. Во время своего перерыва он в очередной раз поделился впечатлениями о Грозном. Нас встречали очень тепло и радушно, на высоком уровне. Я был очень впечатлен. Можно обучаться разным стилям единоборства, муай-тай, джиу-джитсу, но только с рождения можно получить большое сердце. Хотя я знал об этом, но еще раз убедился, что у чеченцев очень благородное сердце. Это точно. Я лично убедился, насколько сильно глава республики Рамзан Кадыров любит ММА. Еще я понял, что Рамзан Кадыров пользуется большим уважением у своего народа. Вот что важно. По качеству и организации бойцовского вечера должен сказать, что было похоже на
международный турнир Pride, который проходил в Японии. Я вспомнил этот момент, потому что для всех было организовано большое шоу, а не просто бойцовские поединки. Одинаковые футболки, кепки. Но самое главное, что я увидел, то, как люди любят своего главу. Это хорошо. Просто замечательное гостеприимство. Я был очень польщен, когда глава пригласил меня. Фабрисио отметил, что хочет еще раз приехать в республику, снова увидеться с главой Чечни. Также боец UFC пожелал удачи Абдулкериму Эдилову и всем чеченским спортсменам, у которых, по его словам, большое будущее в мире ММА. Уверяю вас, мне хотелось бы снова побывать там. Я получил огромное вдохновение от поездки в Чеченскую республику. Рамзан Кадыров, благодарю вас за все. Обязательно хочу снова приехать к вам, помочь вашему спортсмену Эдилову. Эдилов, ты очень хороший спортсмен, продолжай тренироваться. Если будет желание, приезжай. Будешь заниматься с нами, со мной, Вандерлеем, Рафаэль Дос Анисом. Месяц-два, сколько нужно. Я позабочусь о том, чтобы ты попал в UFC. Президент Рамзан, спасибо. Такая оценка от обладателя пояса временного чемпиона UFC приятна вдвойне. Фабрисио Вердум – двукратный чемпион мира и по бразильскому джиу-джитсу. В своей карьере в смешанном стиле побеждал таких известных бойцов, как Габриэль Гонзага, Алистар Аверим, Антонио Силву и первый, кто одержал бесспорную победу над Федором Емельяненко. ТВ Грозный супер. Хамзат Аюбов, Магомед Чекуев, Зелим Закаев. Новости.